Я убежден, и не я один, исторические факты тому являются свидетельством, что русские и татары – это два народа, которые создали Россию, по большому счету. Поэтому татары – это государствообразующий народ. И в каком-то плане, в каком-то смысле, наверное, Россию можно было бы называть христиано-мусульманская держава. Потому что это уникальный опыт, когда христиане и мусульмане веками выстроили вместе одну страну и живут плечом к плечу вместе, нашли общий язык и уважают культуру друг друга. Но, как бы там ни было, все равно некоторые проблемы национальные есть и существуют у татар и у других народов и этнических групп в нашей стране. Причин много тому. Мы понимаем, что вот тот федеральный договор, который там много лет назад был подписан, на сегодняшний момент он стал некой формальностью. Да? И нет той серьезной национальной автономности, которой, наверное, наши народы были бы достойны. Есть много организаций, которые занимаются национальным развитием, но за 30 лет свободной России все-таки, несмотря на все их усилия, наверное, где-то не доработали, где-то не хватило ресурсов, где-то постеснялись зайти в какой-то кабинет власти и напомнить о необходимости решения этого вопроса. Так или иначе, мы пришли к мысли, я там и целый ряд единомышленников, к тому, что все-таки в Москве, как основной движущей силы, как центра большой страны, необходим свой собственный конгресс. Это не альтернатива Всемирному конгрессу татар, я сразу хочу сказать. Наоборот, эта организация хотела бы стать его форпостом здесь, в московской агломерации. И надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Мы сейчас организуем конгресс татар и тюркоязычных народов, проживающих в московском регионе. Пока вот такими границами ограничиваемся. Понятно, что ведущей силой там будут татары, но также там будут присутствовать и представители Северного Кавказа, и азербайджанцы, граждане России. Даже такая малая народность азербайджанская, как талыши, подтвердили свои интересы, сейчас они формируют свою собственную автономию. Понятное дело, будут русские, там, я на 75-80% русский, но мой один дед мой татарин, этнический, хотя в те далекие, в начале 20 века годы, там всех татар русскими именами называли, и фамилии там делали на русский манер. Он был Алтын, а записан Алтунин, вот, по паспорту. Вот. Ну вот такие транскрипции, так было положено, наверное, в то время. В сухом остатке подведу смысл и цель моего вот этого короткого выступления. Формируется очень серьезная, интересная организация Конгресс татар Москвы и в том числе тюркоязычных народов, которая будет в самом широком смысле содействовать развитию народов, начиная от языка, культуры, заканчивая какими-то бизнес-проектами. В этой организации не будет единоначалия, там будет коллегиальное управление. И символом этого коллегиального управления будет Координационный совет, который все будет решать, принимать решения, а я, как администратор, как профессиональный пиарщик, политтехнолог, в формате, может быть, исполнительного директора уже буду стараться выполнять эти решения с какими-то там своим аппаратом. Больше не задерживаю ваше внимание. Всем приятного аппетита. Если будут какие-то мысли, просто даже поговорить, задать дополнительные вопросы, я здесь до конца вечера. Буду рад познакомиться, пообщаться, ответить на любые ваши вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо. С праздником, с Днем татарского народа. Спасибо.